таджикам из Сурхандаринской области. Вот с этой линии, вот с этой зеленой линии туда вообще категорически запрещено. Город Бухары. Давайте посмотрим, звучат фамилии тех людей, которые принимали участие на войну из Бухары. В какой-то мере Узбекистана. Пожалуйста, как мне пройти? Куда? Hi. Central Park. У них есть еще 100-тысячная купюра. Всем привет, ребята! Это город Ташкент, столица Республики Узбекистан. Мы находимся в самом сердце города. Вот за моей спиной, там говорят, работает президент. Здесь Министерство финансов. И там кабинет министров, вот это вот здание, которое вы видите. Кабинет министров, есть такое понятие в Узбекистане. А вообще, чем Ташкент известен? Тем, что он среди советских городов занимал 4-е место по своей площади. То есть это огромная территория, а именно около 350 квадратных километров. Вот, не 1000, чтобы вы не перепутали. Так вот, там сидит президент, и я вот объездил всю вот эту вот, весь четырехугольник. Дело в том, что здесь много деревьев, и вообще не видно, вообще как там вот эти вот здания выглядят. А подходить вот с этой линии, вот с этой зеленой линии туда вообще категорически запрещено. Вот, а место, вот где мы находимся, называется Площадь Независимости. Или же на узбекском языке мне переводили как Мустакиллик Майданы. Да, это общие, что ли, для нас слова. В общем-то, почему Площадь Независимости? Потому что в 91 году, как вы сами знаете, Республика Узбекистан тоже обрела независимость. Она была частью Советского Союза, то есть России. Как и вся Центральная Азия. Таджикистан, Туркмения, Казахстан и Кыргызстан. Вот, я прилетел, ребята, вчера. Если вам интересно, расскажу 2 слова о том, что я заметил. На самолетах прилетают сюда не только узбеки, да, трудовые мигранты из России, но и очень много туристов и очень много других национальностей, которые живут и являются гражданами Узбекистана. А именно корейцы, вот, русские, украинцы, белорусы, армяне, евреи. Знаете, да, в Бухаре они жили, вот, потом уехали после распада Советского Союза. Вот, было очень интересно. Я, ребята, не на машине, не на такси, а на велосипеде. Вот это вот мой велосипед. Мы так, кстати, когда я договаривался сюда приехать, я сказал, чтобы мне предоставили велосипед. Потому что на такси ехать, ну, сами знаете, не совсем будет интересно смотреть на город. А на велосипеде вы в любое время можете останавливаться, где захотели, посмотреть, пофотографироваться, поспрашивать у людей, да, их впечатления. Так вот, мой хостел свой я позже вам покажу. Там очень много иностранцев из Австралии, из Сингапура, из России, Хорватии, ну, из Таджикистана. Из Таджикистана там 4. И очень много таджикских номеров, 01, в основном из города Душанбе, и 02 из Худжанда. Везде по городу Ташкенту вы можете увидеть. Тут очень много таджиков, которые являются гражданами Узбекистана. Вы сами видите, ребята, это парк. Мы сейчас посмотрим. Ну, довольно красиво. Что хочу сказать. Много деревьев в Ташкенте. Я еще вчера проезжал вообще по городу, гулял, ходил, смотрел. И только сегодня снимаю. И знаете что? Вот эти деревья иногда мешают смотреть на вот эти здания, которые были построены. Кстати говоря, город производит впечатление старинности. Он такой остался, город Ташкент, советским. Вот эти вот здания, везде все вокруг, палата, там парламент, кабинет министров, кабинет самого президента страны. Это все советские постройки. И мне стало интересно, почему так? А это потому, что привлекает туристов, это часть истории. Строят новые дома, говорят, правда, я их еще не видел, но это говорят где-то там далеко. Наверное, мы туда идти не будем. Какой-то Ташкент-Сити строится. Это уже вот проект нового президента Шавката Миромоновича Мирзияева. Так вот, они сохраняют вот эти вот старые
дома. Сами знаете, да, это привлекает всегда туристов. И через 50 лет это будет стать такой же историей, как в Самарканде, Бухара, что будет привлекать очень много туристов. Вот это место, ребята, на узбекском языке называется Хотира Майдоны. Два очень знакомых для меня слова. В Узбекистане площадь памяти могилы неизвестного солдата выглядит именно вот так вот. Они сделали очень красиво и достойно. Каракалпакской республики. Вы знаете, есть такая республика в составе Узбекистана. Вот. Это фамилии участников войны, которые принимали участие в войне против Германии 41-45 годы, помните, да? И погибли. Вот всех фамилий здесь написали и вот так вот в качестве памяти оставили. Выглядит очень красиво. Это вот из Андиджана, Андиджанской области. Вилоят у нас тоже есть такое слово, да? Вот, это из Бухара, город Бухары. Давайте посмотрим, звучат фамилии тех людей, которые принимали участие на войну из Бухары. Панкуркин, Пантелеев, Параманов. Это все русские, что ли, из Бухары? Ну-ка. Так, Бозоров. Так, Шарипов, Содиков. Известные, да, нам фамилии, не чужие. Вот. А это из Ферганской долины, Ферганской области. Тут у них Джизах, ну и других областей Узбекистана. Я еще заметил, ребята, такое. В Узбекистане, вот конкретно в Ташкенте, очень много туристов. Они ходят группами по 30, по 40 человек. Например, в городе Нур-Султане в Казахстане, то есть, да, столица, я не видел такого, чтобы прям ходили. Я практически 2 или 3 туриста просто видел, а здесь их очень много. И, значит, есть на что посмотреть в Ташкенте, тем более, что это тоже древним городом считается, Ташкент. И много, может быть, мест исторических, вот поэтому и туристов много. Вот они, вот эти девушки, которые фотографируются, они приехали из Таиланда. Это также можно объяснить очень просто. Значит, вне Узбекистана правильно, своевременно и очень эффективно узбеки информируют. И как-то вот, ну что ли, не то что пропагандируют, может быть, рекламируют правильно, доносят до своих потенциальных туристов, что им, вот этим туристам, действительно стоит посещать Узбекистан, Ташкент и другие города Узбекистана. Вот поэтому туристов здесь очень много. Вот. Мне кажется, нам, таджикам, тоже стоит вот на этот вопрос обращать серьезное внимание. Тем более, что нам действительно есть что показать миру. Where are you from? Thailand. Thailand. When did you come to Tashkent? Yesterday. Lately. Это, ребята, бизнес-центр. Тут написано Марифат Марказы. Маркази Марифат. Маркази Фарханги. Какой-то культурный центр. Это гостиница Хаят, ребята. Это турецкая гостиница в городе Ташкенте. Или же, скажем так, турецкий бренд. Тоже гостиница, ребята, City Palace Hotel. Вот так вот выглядит. Но, наверное, если вы студент и простой путешественник, вам не стоит сюда забронировать, потому что тут номера очень дорогие. И вот справа я вижу флаг Республики Таджикистан. Вот, видите? Это хорошо. А это, ребята, здание Ucell, как в Таджикистане T-Cell, телефонная компания. Это шведская, по-моему, сказали, если не ошибаюсь, компания. И тоже в центре города здание. Вот так выглядит. Это Ташкентский юридический, вы думали, факультет, но нет, это университет. Целый университет. Это, ребята, Государственный музей города Ташкента. А это парк, ребята, имени
Тамерлана или Амир Тимура, как его называют, да, в Узбекистане. Вот. Такой достаточно красивый парк. И вот сам Тамерлан на лошади. Вот, видите, да? Вам покажу, как выглядит памятник полководца Тамерлана. Вот он. Видим, ребята, гостиницу Узбекистан. Это тоже советская постройка. Символ в какой-то мере Узбекистана. А если вы, ребята, планируете приехать в Ташкент и, выходя из дома, с собой обязательно берите воду, потому что здесь очень жарко, особенно если летом приедете. Можно и сознание потерять, честное слово. Сегодня плюс 45. Говорят, было плюс 50-53. Вот так вот. Я, правда, не поверил, что может быть такое. Но это действительно так. И теперь я понимаю, почему в Ташкенте много очень деревьев. И причем они самые и старые, и новые, молодые. Так потому что надо же от жары как-то спастись. Вот, ребята, передо мной это вот немецкие туристы идут. Машины, которые видите, они все без исключения производятся в Узбекистане. Или же собираются в Узбекистане. Вот они все, вот эти машины, любая марка, они производятся в Узбекистане. И смотрите, это же хорошо, когда деньги остаются дома. Вот, например, мы в Таджикистане импортируем все виды машин. Легковая, грузовик. Все виды мы импортируем. А значит, мы свои деньги даем чужим, зарубежным странам, компаниям. А узбеки, ребята, они со своими деньгами так быстро не расстаются. Видите? Они собирают свои деньги. Это налоги, это рабочие места, это, знаете, деньги, казна государства. Поэтому придумали очень мудрую систему. Да и 33 миллиона населения, это немало, как бы, да. И я считаю, что для такой страны, как Узбекистан, эти заводы, они нужны как никогда. Вот, заводы по производству что автомобилей, что легковых, что грузовиков, что других заводов. Вся индустрия, скажем так. Но в целом Узбекистан создает, знаете, такое впечатление самодостаточности в той или иной степени. Не настолько, насколько, допустим, Казахстан или же Туркменистан. Но в целом какое-то впечатление производит. Раз страна производит собственные машины, это уже о многом говорит. Номер один. Номер два. Вы не можете импортировать машины из-за рубежа. Если захотели, и ваша машина будет стоить 10 тысяч долларов, столько же вам нужно для того, чтобы вы проходили таможенную или же растаможку. То есть 20 тысяч долларов. ГАИ проверяет. Вот. В Ташкенте, ребята, очень много русских и русскоязычных. Да и узбеки, даже если, ну не все, конечно, но плохо говорят по-русски, но они все равно все понимают так или иначе по-русски. Поэтому, если вы говорите по-русски, можете быть уверенными в том, что вас в Ташкенте точно поймут, вам смогут прийти на помощь и показать дорогу. Вот. Но очень многие в Узбекистане изучают иностранные языки, в том числе английский. Вот они, видите, везде в центре города Ташкент частные дома. И вот улица, по которой мы сейчас идем, называется улица Махатма Ганди. И вот слева, видите, здесь много частных домов. Сейчас мы находимся около 3 километров от центра города Ташкент. Я выхожу из своей гостиницы, из своего хостеля и иду кушать, иду обедать. Я вышел, ребята, утром примерно, днем в 10-11 часов. Было очень жарко. Привет, наш дорогой друг из Монтенегро. Да. Значит, он вчера мне объяснил, что Монтенегро означает Черная гора. Да. Вот. Как у вас настроение сегодня? Настроение
Как думаешь, настроение? Замечательно. Замечательно. Да. А погода вообще как? Погода у нас очень жаркая. Да, мне вот я 40 утром, кстати, градусов. заболел. Я 40 заболел градусов. из-за этого. Жаркое, сухое. Мгм. Что вас вообще привлекло в Ташкент? Привлеков, что нравится Да, мне да, да, в да. Ташкенте. Нужно метро. Кстати, наша гостиница, это владельцем является казах. Говоря о казахах, если помните, когда мы были в Казахстане, я сделал тоже фильм. Казахов в Узбекистане больше 1 миллиона. Их заметно, их присутствие здесь заметно. Вот. Я себе, ребята, заказал плов, к сожалению, у них закончился. Здесь очень вкусный плов на улице Асака. Вот, Асака, на улице Асака, в центре города Ташкента. Вот. Ну, я выбрал лагман, лепешечку, компот у них очень вкусный, я вчера пробовал. Вот. Вот лагман, ребята, уйгурский, очень вкусный, лепешечка и компот. Всем приятного аппетита. Мы, ребята, находимся в метро города Ташкент, и прежде чем спуститься к поездам, вам нужно будет вот с кассы приобретать вот такой жетон. Это стоит 1200 сомов узбекских. И потом вы идете вот в эту сторону во вход. Такая, знаете, советская система. Такая вот прям. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как мне пройти, куда? Вот вы идете, бросаете вот сюда вот. Вот проходите. И вам открывается, да. Все, проходите. Спасибо. И идем по эскалаторам. Дальше вниз, а там начнется метро. Ну, ребята, узбекское метро, ташкентское метро. Вот с этими национальными узорами, видите, нарисовано здесь. С двух сторон идет метро. В Ташкенте я, в общем-то, заметил такое, что везде, на главных улицах, в аэропортах, на вокзалах стоят сотрудники Национальной гвардии. Они охраняют, не знаю, обеспечивают безопасность. И я спрашивал вчера у одного сотрудника, который оказался таджиком из Сурхандаринской области. Я говорю, почему везде стоят сотрудники? Я думал, что их президент как бы домой едет или там встречают какую-нибудь делегацию. А вот нет, это оказывается всегда на главных улицах, площадях, в метро, как вы сами видите, стоят сотрудники Национальной гвардии. Они обеспечивают безопасность. Вот, салам алейкум. Вот, видите, добрые люди. Мы сейчас заходим, ребята, в поезд. И вот он так вот примерно выглядит. Так, выходим, ребята. И вот в разных местах метро выглядит абсолютно по-разному. Здесь, ребята, очень так прохладненько. В то же самое время хорошая очень вентиляция. То есть воздух, несмотря на то, что метро под землей, но все равно воздух свежий. Заходим. Так, ребята, значит, смотрите, 6 остановок на такси ехать в городе Ташкент стоит 6000 сум узбекских. Это торговый центр Фольтах, ребята. Здесь в основном продают вещи, одежду, обувь и так далее. Сейчас зайдем, посмотрим. Вот торговый центр выглядит так, ребята.
Пойтахт называется. Или же в переводе столица. Ну и Ташкент очень спокойный. Для туристов очень безопасно. Никто абсолютно к вам приставать, подходить, там, не знаю, морочить вам голову не будет. Поэтому приезжайте в Ташкент. Вот этот дом, это мини-хостел, и выглядит вот так вот. В центре города Ташкент, я живу здесь. И этот хостел называется, вот как вы сами видите, Central Park. Центральный парк. В центре города Ташкент. Здесь есть бассейн. Да, видите? Вот. Посидит вечером. Вот. Второй этаж. На втором этаже живут девушки, на первом парни. Второй этаж, ребята. Вот, ребята, выглядит мой хостел. Вот, в центре города Ташкент этот хостел называется Central Park. То есть, несмотря на то, что в Ташкенте жарко, есть кондиционер, здесь прохладно. Это, ребята, узбекские деньги. Вот они так выглядят. У них даже есть 100-тысячная купюра. Вот, сейчас это у меня 50 тысяч. У них есть еще 100-тысячная купюра.